Трамп хочет стать папой, Пакистан угрожает стереть мир в труху, а Пекин уже дает заднюю. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Владимир Зеленский предупреждает об угрозе со стороны Беларуси. Украинские дроны охотятся на Илью Муромца, пока, правда, разведают местность. Сами с усами, резкие заявления Пескова по поводу 9 мая. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Трамп хочет стать папой, это, конечно, резкое заявление с его стороны, он уже был папой, а вот папой римским он вряд ли может стать, хотя, как знать. Шутки шутками, но ход мыслей президента США предсказать сложно. Я бы хотел быть папой римским. Это был бы мой выбор номер один. Трамп сказал, что не делает ставок на конкретного кандидата, но его реплика прозвучала точно в стиле Трампа. Громко, неожиданно и с претензией на невозможное. Пока идет подготовка к конклаву, где кардиналы из 135 стран мира выберут нового главу католической церкви, на вопрос, кого бы он хотел видеть на троне святого Петра, Трамп ответил уклончиво, но не удержался от намеков. Он указал на одного из претендентов, американца Тимоти Долана, и добавил: «У нас есть очень хороший кандидат, хоть он и не в Нью-Йорке сейчас». Конец цитаты. Как думаете, смог бы Дональд Трамп быть папой римским? Пишите в комментарии свои мысли. Интересно, каким бы вы видели папу римского Дональда Трампа? Шаг к потеплению. Китай приготовил список американских товаров, на которые не будет пошлин. На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая разогналась до пошлин в 145% с американской стороны и 125% с китайской, Пекин начал действовать неожиданно тихо. Власти КНР под ковром договариваются с бизнесом и составляют списки товаров из США, которые будут освобождены от драконовских тарифов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники внутри предприятий. Один из них, представитель фармкомпании, рассказал, что Пекин напрямую вышел на них и предложил исключение, поскольку лекарства производятся с использованием американских технологий. Другим бизнесменам в сфере текстиля и полупроводников разослали опросы, чтобы выяснить, где именно пошлины реально мешают бизнесу. По сути, это попытка сохранить лицо на публике, но уступить там, где больно. Ведь речь идет о ключевых товарах: лекарства, микрочипы, авиационные двигатели и химическая промышленность. Без них экономика Китая буксует. То есть, с одной стороны, Пекин продолжает публично грозить кулаком, заявляя, что не боится войны и не отступит под давлением, но с другой, фактически, уже ищет компромисс, опасаясь остановки собственного производства. На поиски Ильи Муромца отправились украинские дроны, а нашли оборонный завод. Площадь возгорания после попадания дронов на заводе в Муроме составила 720 квадратов. Причину пожара власти неожиданно называют, говорят, падение БПЛА. Беспилотная техника повредила два строения. В одном, как ранее говорилось, произошел пожар. Он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний. Там тоже работают специалисты. По словам местных жителей, дроны атаковали район города Муром, где находится Муромский приборостроительный завод, в народе «Пороховой». Это ключевое предприятие, которое поставляет капсули-воспламенители для российских боеприпасов для армии, МВД, ФСБ и других силовиков. Его оборудование запускает буквально каждый второй российский снаряд. Именно поэтому в 2023 году ЕС и Украина включили его в санкционные списки. Ну а Минобороны России заявляет, что якобы сбили 34 украинских дронов в 5 регионах страны. Это Курская, Брянская, Орловская, Белгородская и Владимирская области. Северокорейские потери в Украине намного больше, чем говорят в официальных источниках. Посчитала это южнокорейская разведка. Почти 600 солдат КНДР уже погибли, сражаясь на стороне России в Украине. Об этом сообщили южнокорейские депутаты со ссылкой на данные разведки. И это только верхушка айсберга. Общие потери Пхеньяна уже превысили 4700 человек, включая раненых, естественно. Северная Корея помогла в освобождении Курска в России, дважды направив туда 15 тысяч военнослужащих. После 6 месяцев участия в войне северокорейские военные стали менее некомпетентными, а их боеспособность значительно повысилась, поскольку они привыкли использовать новое оружие, такое как дроны.
Кроме того, в Российской Госдуме обещают попробовать применить северокорейцев и на других участках фронта, в том числе и в Украине. Солдаты КНДР завершили выполнение задач в Курской области и теперь могут быть переброшены на другие участки фронта. Все зависит от решения Путина, говорит депутат Картополов. Исключать этого я бы не стал, добавляет он. То, что они внесли свой вклад, это безусловно. И это очень важно для нашего дальнейшего развития двусторонних отношений. Потому что братство, рожденное в боях, самое прочное. И мы просто-напросто, наверное, вернули должок, когда наши добровольцы воевали в Корее в 40-х годах прошлого года. Да, они нам вернули. Что именно за задачи выполняли северокорейцы, куда их отправят дальше, пока не говорят, но факт остается. Россия официально допускает участие иностранных военных в боевых действиях на своей стороне, но на чужой территории, и это уже совсем другая эскалация. Опасный сигнал с саммита в Варшаве. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной угрозе с территории Беларуси. Подробности Зеленский особо не озвучивал, но его заявление прозвучало четко и тревожно. Москва может использовать Беларусь как трамплин для новой фазы войны. И посмотрите на Беларусь. Россия готовит там что-то этим летом, под прикрытием военных учений. Обычно так они начинают новое наступление, но куда оно приведет? Я не знаю. Украина, Литва, Польша. Дай бог, чтобы нет. Но мы все должны быть готовы. Россия и Беларусь действительно собираются провести совместные учения в сентябре, но Киев считает, это может быть лишь прикрытием для чего-то большего. Аналогичная схема уже использовалась в 2022 году. Тогда под видом учений войска РФ вошли в Украину с территории Беларуси. Если угроза реальна, то фронт на севере снова может открыться, вплоть до повторного удара по киевскому направлению. Пакистан готов применить ядерное оружие. Во всяком случае, это можно понять из официального обращения и из заявления министра о том, что защищать страну они готовы любой ценой. Это цитата. Pakistan has credible intelligence. Мы располагаем достоверной информацией о том, что Индия намерена в течение ближайших 24-36 часов предпринять военные действия против нас. На любые подобные военные авантюры со стороны Индии будет дан решительный и уверенный ответ. Ответственность за эскалацию конфликта и последствия полностью лежит на Индии. Ядерное оружие будет использовано только в случае угрозы самому существованию Пакистана. Но постановка вопроса звучит уже как тревожный звоночек. Впервые за долгое время официально обсуждается сценарий ядерного противостояния. Мы спросили об этом у человека, который долгие годы изучает этот регион, действительно ли может до такого дойти. Тут очень много есть факторов, которые Индия может применить против Пакистана. И мы должны понимать, что действительно на территории Пакистана действует очень большое количество террористических групп различного характера, начиная от сепаратистских движений там, в Белуджистане, от представителей Талибана на территории Пакистана, Техрик-и-Талибан там также присутствуют, и части Аль-Каиды мелкие, и, возможно, даже Исламского государства и других очень многих террористических групп, поэтому, я думаю, Индия будет требовать от Пакистана в том числе уничтожения многих террористических групп. Но это потом. Я думаю, что до глобального все-таки конфликта, большого, да, я думаю, не дойдет. Почему? Потому что вот эта дестабилизация, она потянет за собой еще огромное количество конфликтогенных зон в той же Центральной, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Ни флагов, ни бессмертных полков, ни даже цветов к памятникам. В некоторых странах за любые советские символы грозят штрафы и аресты. Георгиевская лента, флаг СССР, буквы Z и В вне закона и попытка прогуляться с портретом ветерана может закончиться задержанием. В Берлине полная зачистка всего, что связано с СССР. В странах Балтии 9 мая давно вычеркнут из календарей. В Польше, Чехии и Болгарии европейский формат примирения и память. В США и Британии запрет на любые формы шествия так называемого бессмертного полка. В Молдове и Казахстане власти жестко блокируют любые попытки проводить просоветские акции. Странно, что при такой риторике российских властей они удивляются, почему такие решения принимаются другими странами. В этом плане у нас с вами ничего не поменялось.
Если нужно будет встать в стране огромной, она встанет в любой момент. Никакого сомнения быть ни у кого не должно. А на так называемый парад в Москве приедут многие, в том числе и из Европы. Но самое интересное, к Путину пожалует Ким Чен Ын в гости на 9 мая. Об этом тоже заявил пресс-секретарь Путина Песков. А также в репетиции парада принимают участие китайские военные. Если вы понимаете что-то в этой чехарде, напишите в комментарии, как думаете, что происходит на самом деле. Интересно узнать ваше мнение. Россия признательна союзникам, но победить Гитлера могли бы и без них. После окончания войны США не настаивали на полной выплате, на полном возврате средств, уплаченных по процедуре Ленд-Лиз, а предложили погашать только ту часть, которая не была уничтожена в бою и пригодна для послевоенного использования. То есть хотите оставить себе технику, которая еще на ходу, платите за нее. СССР и Великобритания рассчитались по Ленд-Лизу практически одновременно в 2006-м, но кто-то заплатил все и платил регулярно, а кто-то сейчас говорит, что можно было и не помогать. США выставили СССР счет на $2,6 миллиардов за уцелевшее оборудование и технику, поставленная в рамках Ленд-Лиза. Россия полностью расплатилась по долгу за Ленд-Лиз времен Второй мировой войны. Из общего объема поставок в 11,3 миллиарда по ценам того времени СССР и Россия выплатили около $722 миллионов, что составляет приблизительно 6,5%. Для сравнения, общая сумма поставок от США и Великобритании $31,4 миллиарда. В 1946 году Лондон и Вашингтон заключили соглашение, долг в 4,34 миллиарда плюс проценты. Это 2% годовых, с отсрочкой начала выплат до 1950 года. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.